Итак, от Аль-Микдама ибн Ма'дия Кариб, ради Аллаху анху, он говорит, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не наполняет сын Адама худшего сосуда, чем его живот. Хадис, который передал Тирмизи, сказал, что это хороший хадис. Итак, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Ма маля бну Адам ви'аан шарра мин батни». То есть, худшего сосуда, который наполняет человек, чем его живот, нет. Человек наполняет разные сосуды. Если ты, например, наполняешь до конца полностью какой-то сосуд и поешь людей, то это твое наполнение, оно какое? Наполнение этого сосуда. Это благое наполнение. Если ты наполняешь, например, какой-то сосуд, какую-то посуду едой полностью и кормишь людей, то это также благое наполнение. То есть наполнение сосудов бывает разное. Бывает хорошее, хорошо, бывает хуже. Так вот, из наполнений самое худшее, говорит пророк алейхиссалату вассалам, когда человек наполняет какой-то сосуд, самое худшее это наполнение им полностью до конца его живота, то есть его желудка. Живот назван виа, сосудом. Почему? Потому что это место, где собирается человеком, что еда и питье, он употребляет их, они там накапливаются, называют это желудок. И так сказано, что хуже, чем желудок, нет сосуда, который наполняет до конца, если наполняет его до конца человек. Почему? Потому что когда человек ест вот так вот, заполняя свой желудок полностью, причиной, это становится причиной беспечности. Это становится причиной того, что он много спит. Что он чувствует некую разбитость, вялость, несобранность. Это причина различных болезней. Когда человек ест до конца, заполняя полностью желудок, это причина различных болезней. Тем более, если человек принимает какую-то пищу, которая представлена различными видами продуктов, и того ест, и этого, и третье, и десятое, и заполняет этим живот, хорошо, то это приводит к различным болезням, и болезни какие? Из-за того, что вот так вот еды разной много в одном желудке, и болезнь, соответственно, становится сложной болезнью, и лечить уже ее сложно. Болезнь становится вот такой многокомпонентной, как его пища была многокомпонентной. Что мы должны знать? Что желудок это не мешок, в который забрасывается и который заполняется пищей или питьем. Заполнил, а потом освободил. Хорошо? Это не мешок. Желудок это как фабрика, это как завод, хорошо, как лаборатория, которая переваривает эту пищу, работает с этой пищей. Представьте, что если есть какая-то фабрика, какая-то лаборатория, и ты загружаешь эту фабрику работой сверх сил людей, которые там работают. То есть ты даешь одну работу, потом сверху этой работы еще одну работу, третью работу. Либо люди оставят какую-то из работ, то есть не будут ее делать. Хорошо. Либо им придется очень сложно. И это приведет к тому, что эти люди просто выдохнутся. Приведет к изнеможению. Поэтому также и желудок. Нельзя делать так, что ты ешь еду, поверх этой еды еще одну еду, потом еще с третью вводишь, четвертую вводишь, разную. Так же, как нельзя вот на фабрике или заводе загружать людей одной работой, тут же следующей работой, тут же третьей, четвертой, хорошо. Точно так же и желудок. Ибн Аль-Кайям, рахимахуллах та'аля, в своей книге Зад аль-Ма'ад и в других своих книгах, он указывает на эту беду, на самом деле беду, объедание или беду, когда человек ест досыта, до конца, заполняя полностью желудок, указывает на то, что это ведет к различным болезням. И разве сегодня немногие из наших болезней, которыми страдаем мы, разве немногие из них происходят именно что? Из-за неправильного питания? Да, многие из них происходят именно из-за этого. В последнее время особенно сахарный диабет широко распространился среди людей. Причина его во многом, что это вот это переедание, что человек ест много. Кроме того, как мы сказали, разнообразие продуктов, употребление одновременно, вот,
вот такой смешанной пищи, состоящей из разных видов продуктов, это также ведет к болезни. Поэтому Ибн аль-Каим говорит, посмотрите на жителей пустыни. Их пища простая пища, она не состоит из различных видов пищи. Поэтому и болезней у них таких нет, говорит он. И лечатся болезни, недуги гораздо легче. Потому что недуг его не является многокомпонентным, как у нас. Хорошо? Нет этого смешения. Если действительно посмотреть сегодня на столы, на одном столе каких только нет яств и продуктов, и если человек все это закидает в свой мешок, конечно, это потом приводит к различным заболеваниям. В конце этого хадиса сказано, а если же нет выхода, то есть в начале хадиса, что человеку для того, чтобы поддерживать свой хребет, достаточно несколько кусочков, то есть немножко совсем пищи. Достаточно человеку, чтобы поддерживать свой хребет. И если приходится есть все-таки больше, то пророк алейхиссалату сам говорит, треть тогда заполни желудка едой, треть заполни питьем, треть оставь пустой для того, чтобы человек мог дышать. Хорошо? Чтобы ты мог свободно дышать. Если ты заполнишь до конца, то тебе будет трудно дышать. И смотрите, справедливость действительно. Во всех хукмах, установлениях ислама справедливость. Треть дается еде, треть дается воде, питью, треть оставляется свободной для дыхания. Вакулю вашрабу, ешьте и пейте, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Ешьте и пейте. То есть дай своей еде, значит, ты что, которую ты принимаешь, треть. Дай питью треть, и треть оставь, чтобы ты мог дышать спокойно. Если бы мы руководствовались этими советами, которые дает нам пророк алейхиссалату вассалям, то действительно многих болезней, которые постигают нас, можно было избежать по воле Аллаха Субхану ва Тааля. И на самом деле правильное питание и умеренное питание – это из причин профилактики различных болезней. И, конечно, не секрет, что медицина, врачи сегодня советуют есть мало и советуют не смешивать различные продукты одновременно. Советуют есть мало, тогда, когда ты чувствуешь голод, на самом деле, тогда только есть. А не так, как у нас зачастую просто питание превращается в способ наслаждения, хорошо, да, и способ общения друг с другом. Так, что пока человек не наполнит свой мешок, на самом деле подход к желудку к мешку полностью, так что уже не может дышать совершенно, человек не встает из-за стола. Какие выводы из этого хадиса? Исламский шариат принес исцеление как для сердец, так и для плоти, так и для тела. Другой вывод из этого хадиса, что исламский шариат, он пришел, чтобы защитить человека от всех причин, которые могут привести к каким-то вредным последствиям. Хорошо? Касается ли это духовных вопросов или касается это вопросов физических? Смотрите, запрещено наполнять желудок. Почему? Потому что это ведет потом к вредным последствиям. Поэтому шейх ислам ибн Таймия, рахимахуллах тааля, говорит, что харам, не просто макрух. Он говорит, харам человеку принимать пищу так, что это потом ведет к какому-то вреду. Субханаллах. Сегодня мы, конечно, видим, что многие люди едят много пищи. Едят, так что уже человек не может встать просто от того, что его желудок полный. После этого начинает человек искать, какие бы выпить такие лекарства, которые будут способствовать перевариванию пищи. Начинает задавать вопросы, а мезим можно, мезим нельзя, есть в мезиме какие-то ферменты из свинины или нет, хорошо, или заменить это фисталом, или еще что-то есть. Начинает искать способ какой-то. Это, как говорят шейх Усаймин, очень похоже на то, как какой-то человек берет, специально вымазывается в наджасе, в скверне какой-то, хорошо, а потом начинает искать воду, как очиститься от этой скверны, как очиститься от этой наджасы. То есть изначально не пачкайся просто. Кто-то может сказать, а разве Абу Хурейра, ради Аллаху та'аля ан, не выпил молока досыта, так что уже не было места просто больше, чтобы выпить еще? Разве не передано это в достоверных сообщениях? Да, это было, но что мы скажем? Разве это так всегда делал Абу Хурейра? Это было очень редко, изредка. Хорошо?
Если что-то является редким, то значит, соответственно, нет влияния. Хорошо? У этого на хуком общий, потому что это было редко. Пророк, алейхиссалату вассалям, да, в данном случае извинил его, что он выпил так до конца, что уже не осталось места. Позволил ему это сделать, пророк, алейхиссалату вассалям. Почему? Потому что он, Абу Хурейра, был талибуль илм, искатель знаний, и был очень бедным. И очень редко мог наесться, позволить себе это, чтобы поесть досыта. Он был голоден, испытывал крайний голод, когда это молоко ему дал пророк, алейхиссалату вассалям, выпить. И поэтому он позволил ему выпить досыта, заполнить желудок до конца, чтобы он понял и оценил величие милости Аллаха Субхану ва Тааля. То есть был голоден, умирал от голода, и вот что он выпил. Это досыта, чтобы он мог оценить милость Аллаха Субхану ва Тааля. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, иногда допускал подобное, для чего? Чтобы человек мог познать мудрость Аллаха Субхану ва Тааля, милость Аллаха Субхану ва Тааля. Пример этого в хадисе о Джабире, ради Аллаху Та'аля. Человек почувствовал разницу, хорошо, оценил милость Аллаха Субхану ва Тааля. Чтобы он оценил, это пророк, алейхиссалату вассалям, делал нечто. Посмотрите, мы знаем эту историю, что у Джабира был верблюд. Был верблюд, этот верблюд совершенно не мог передвигаться достойным образом, то есть медленно очень ехал, отставал от всех. Так что Джабир уже хотел просто отпустить этого верблюда и оставить его. Потому что невозможно было передвигаться. Когда они находились в караване, эта верблюдица все время шла позади каравана. Джабир мучился, и мысль у него была какая: все, оставить эту верблюдицу совершенно. Пророк, алейхиссалату вассалям, подъехал к нему, к Джабиру, ударил эту верблюдицу слегка, помолился за нее, и эта верблюдица побежала так быстро, что она обогнала всех верблюдов, которые шли впереди каравана. То есть такую силу дал Аллах Субхану ва Тааля этой верблюдице, так она преобразилась, посредством того, что Аллах Субхану ва Тааля принял дуа посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Хотя сначала верблюдица, как мы сказали, пятилась позади. После этого пророк, алейхиссалату вассалям, сказал Джабиру: продай мне этого верблюда, продай за укию. Тот сказал: нет. Смотрите, только что этот человек хотел оставить эту верблюдицу вообще. Никуда не годится. А теперь отказывается продать. И отказывается продать кому? Лучшему из людей. Посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. При этом этот человек, которому отказывается продать, он причина того, что этот верблюд стал таким, каким он стал. Но все равно он что отказывается продать и говорит: нет, не отказывается продать. Пророк, алейхиссалату вассалям, стал настаивать, когда уже Джабир увидел, что, конечно, пророк, алейхиссалату вассалям, настроен серьезно купить, и он настаивает, тогда Джабир уже, конечно, согласился. Единственное, было поставлено условие, что он доедет, да, на этом верблюде до Медины. Что потом пророк, алейхиссалату вассалям, сделал? Когда Джабир привел ему верблюда, пророк, алейхиссалату вассалям, дал ему деньги и сказал, что и верблюда также что забери. То есть не хотел пророк, алейхиссалату вассалям, забирать у него верблюда. Дал ему и деньги, подарил ему обратно верблюда. И сказал ему: неужели ты думаешь, что я торговался с тобой для того, чтобы забрать твоего верблюда? Хуз джамалак ва дарахимак. Возьми и верблюда своего, и деньги свои. Это тебе. Это щедрость пророка, алейхиссалату вассалям, пример щедрости его, и пример также чего? И испытания. Испытания. То есть он торговался с ним для чего? Для того, чтобы так проверить его, испытать его. Поэтому, что касается нашего хадиса, мы скажем: да, человек, если ему приходится есть, помимо тех кусочков, о которых сказано в начале хадиса, то тогда есть каким образом? Треть заполняет он едой, треть водой, треть оставляет пустой, чтобы мог дышать. А то, о чем сказано в хадисе Абу Хурейры, мы сказали, это что лишь изредка такое допустимо, но это не должно стать основой. То есть это не должно стать твоей привычкой постоянно заполнять свой живот. Это лишь изредка допустимо.